Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину, которого сейчас нет с вами рядом. А тема звучит так. Хочет ли он вернуться, вернется ли он? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и на этого мужчину. Задайте ему свои вопросы. И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мужчина. У мужчины какие-то сейчас проблемы, либо он совершенно запутался в жизни. Совершенно в какую-то другую сторону смотрит, о другом думает и за другое переживает. Проблемы очень похожи на финансовые, либо, может быть, даже какие-то проблемы с законом, а может быть и то, и другое. Непростые времена у мужчины, на которого вы сейчас смотрите. О личной жизни в данный период он меньше всего, наверное, думает. Хотя, да, какое-то щемящее чувство одиночества, как будто бы поддержки нет. Да? Ему нужна поддержка, а поддержать-то некому. Абсолютно никому. Он говорит, я вот абсолютно одинокий, никому не нужный, один на один со своей бедой, со своими проблемами. И вообще не знаю, как я выпутаюсь, могу ли я тут что порешать. Тяжелая у него сейчас ситуация. Вас мне показали как любящую, но обиженную. Знаете, вот как, может быть, обиделись вы на этого мужчину за то, что он не проявляется, не возвращается, за то, что с вами не говорит, за то, что, возможно, как-то некрасиво с вами поступил, либо как предал все ваши мечты и надежды. Но я вижу ваши чувства к нему. То есть любовь есть. И вы надеетесь, что он вас любит. Вы мучаетесь от того, что вы мало о нем знаете, либо от того, что он такой холодный, далекий и не пишет, не звонит, никак себя не проявляет в вашу сторону. Смотрите, у кого-то даже отыграется, что вы думаете, что вы его любите, но на самом деле это не та любовь, да, и привязка у вас идет именно по обиде. То есть вы его не поняли, вы не поняли его поступков, и этим он вас заякорил, вам кажется, что нет, вот без него я не могу, его я люблю, его я хочу, и вот только с ним. Да, у кого-то прямо так отыграется. Вы думаете, что у него другая женщина, либо он с какой-то другой женщиной. Но на самом деле нет. Даже если и есть там какая-то женщина, либо он уходил к другой женщине, там ни любви, ни поддержки, ни близости, этого ничего нет. Абсолютно нет. Не зря же он показывает, что он одинокий. Абсолютно одинокий и никому не нужный. Вот он с этим живет. По поводу вас, у него очень спорные, противоречивые ощущения, мысли. С одной стороны, он знает, что он не прав, либо как-то неправильно с вами поступил. Знает, что он упустил драгоценное время. Знает, что за его поведение либо поступки ему нет прощения. Но с другой стороны, он всегда о вас думает, либо вспоминает с улыбкой. Понимаете? Вот воспоминания о вас вызывают у него улыбку. То есть эти воспоминания очень приятные. Но, опять же, да, совесть, все-таки момент совести присутствует, который его на землю опускает и говорит: так, что ты тут улыбаешься? Вот как ты поступил, тебе прощения нет. И навряд ли она тебя простит. Она женщина гордая, независимая. Не станет она тебя прощать за твое поведение, либо за твои поступки. Иногда у него есть очень серьезные порывы бросить все и к вам. Либо хотя бы позвонить, написать, да, услышать ваш родной голос. Но он себя останавливает. Либо ему стыдно говорить о том, в какой он ситуации оказался, либо
ну, как не желает он терять свое это чувство собственного достоинства. Может быть, он вам там наговорил, что едет за большими победами, что как без вас он там многого добьется. А видите, как по итогу получилось? Еще больше проблем из себя загнал. Так, хочет ли он вернуться? Но сердце говорит да. Сердце говорит да, я хочу. А разум говорит, я не могу, меня не примут. То есть она меня не примет. Такое противоречие. Вы ему иногда снитесь. Вы, знаете, вот как вы ему приснитесь, так что-то хорошее у него в жизни происходит. Он очень надеется, там, знаете, когда особо там темные дни у него в жизни наступают, он всегда вот мысленно к вам обращается и просит, чтобы вы ему приснились, чтобы что-то хорошее произошло у него в жизни. Так, вернется ли он? Ему бы, конечно, хотелось, девочки, чтобы вы его назад пригласили, чтобы он был точно уверен, что вы его не прогоните. Потому что у него какое-то эго уж слишком раздутое, либо он очень тяжело переносит какие-то поражения и отказы. Вот если бы он точно, гарантированно уверен был, что вы его примете, конечно бы он вернулся. 100% бы вернулся. А поскольку есть сомнения, я так понимаю, что есть почва под этими сомнениями, тут и хочется, и колется. Вот такая идет ситуация. Но не спешите расстраиваться. Я вижу, что здесь вас судьба сведет. Обязательно сведет. У вас встреча с этим человеком 100% будет. Встреча идет абсолютно случайная. И для вас, и для него. То есть ни вы не будете готовы, ни он не будет готов. Вот как столкнут вас лбами. Совершенно случайно, из-под тишка, ну, такую карту высшие разыграют. Для чего это будет сделано? Для вас это идет отрезвляющий эффект. Чтобы вы на него вот посмотрели на такого, каким он есть. Там, замученного, страшненького, затасканного, может быть, даже приболевшего, такого проблемного, озлобленного мужичка, да, чтобы прям прийти в себя, да, кого я жду, на кого я надеюсь, Господи, с кем я хочу быть вместе. Вот. А для него наоборот, как, знаете, котенка ткнуть носом. Вот посмотри, из-за своей гордыни, из-за своей этой глупости, напыщенности, эгоизма ты потерял такую женщину, ты потерял возможность быть счастливым. Так идет. Ну, вы эту встречу переживете, вы выйдете из этой встречи как победительница с гордо поднятой головой, в хорошем расположении духа и с сиянием в глазах. А он пойдет как побитая собака, понимаете, поджав хвост. Так идет. Болезненная для него будет встреча, для вас торжество, для него болезнь. Девочки, я вообще не знаю, зачем вы на него смотрите, честно. Но это ужасная картинка, то, что я вижу. Но если сравнивать, да, это какая-то вонючая грязь и манна небесная. То есть вы манна небесная, а он вонючая грязь. Зачем вам такой мужчина? Вы понимаете, что он очень негативно на вас влиял, и до сих пор издалека он негативно на вас влияет. Он делает вас слабенькой, он делает вас закомплексованной, неуверенной в себе. Он пьет вашу энергетику, он вампирит вас страшно, девчонки. Зачем он вам, Боже мой? Ну вот да, поступил так. Но поверьте, ему сейчас тоже очень больно. Он 1000 раз пожалел о том, что он это сделал. Но с другой стороны, если бы он остался, то он бы уничтожил вашу жизнь. Он бы довел вас до истерик, до седых волос, до, не знаю, нищеты, до каких-то ужасных условий. Вот что бы он сделал. Он разрушитель. У него энергетика разрушительная. Вот кем бы он ни был, понимаете, он все уничтожает. Он сам себя уничтожает. Ну, поверьте, то, что вы расстались, то, что сейчас вы не вместе, это на самом деле очень большое благо. Не думайте, что вы упустили свой шанс быть счастливым. Нет, наоборот, вы его обрели. А вот с ним бы вас точно ждало бы 1001 несчастье. Я понимаю, что вы не готовы слышать такую правду, и это ваше право. Возможно, сейчас вы это не понимаете, но я вам гарантирую, что в течение месяца, да, вот 30 дней, ваше мнение по поводу
этого мужчины по поводу ваших отношений кардинально поменяется. Мало того, что у вас тут встреча случайная, так у вас еще и новый человек на пороге. Мужчина — сказка, мужчина — мечта. Вот такой идет в вашу жизнь. Достойный вас, способный сделать вас счастливой. Такой человечек идет в вашу жизнь. Он уже у порога вашего топчется. Еще не на пороге, но у порога уже вот как в прихожей топчется. Поэтому, девочки, выдыхайте, старайтесь абстрагировать. Да не думайте вы об этом мужчине. Думайте о себе, займитесь собой, приведите себя в порядок, не знаю, погуляйте, купите себе обновочку, да, чем-то себя порадуйте, скачайте себе хороший сериальчик, либо книжечку себе интересную купите, почитайте. Не думайте вы об этом бывшем, не думайте о том, что его нет рядом, он вам не нужен, абсолютно не нужен. Это такой, знаете, пакостник, который может все испортить. И придет тот час, когда вы правда, вот знаете, вот перекреститесь, либо просто вот к небу руки поднимете и скажете: Боженька, спасибо, что отвел от меня вот такую беду, да, что я не осталась с ним, не испортила себе жизнь. Девочки, ну я не знаю, что еще добавить. Берите себя в руки, у вас впереди новая, шикарная, очень приятная, веселая, активная жизнь с прекрасным мужчиной. И вот какие-то даже новые интересы, новые виды, новые локации, новые возможности. Вот прям красота идет, красота, наслаждение и радость идет в вашу жизнь. И вы другая, вы счастливая, вы улыбаетесь, вы вон ездите, путешествуете. Смотрите, да, вот он мужчина новый, вот она вы, прекрасная царица-лебедь. И между вами вот эта лошадочка, да, поездки какие-то встречи, может быть, даже какая-то новая работа, новый вид деятельности. У вас все впереди. Не думайте вы об этом непутевом. Ну, абсолютно непутевый человек. Он недостоин вас, он не заслужил вас. Вообще, как, вы не его поле ягода, понимаете? У высших сил на вас другие планы. Вас одарят и сделают счастливой, ну а он как бы за все расплатится. Как-то так идет, мои хорошие. Так, ладно. Давайте я вам еще, возможно, советик, подсказочку возьму на оракулах. Потому что вижу ваше состояние такое полуистеричное, а кто-то прям рыдает постоянно из-за этого мужчины. И жизнью своей не живет. Может быть, какой-то совет, подсказку, либо какие-то ключевые слова для вас. Ну, шикарная карта. Смотрите, вот оракул, он полный. И я вот заметила, что для моих дорогих зрительниц постоянно выходят похожие карты, которые вас характеризуют, либо которые вот четко прописывают ваше будущее. Так, у нас тут госпожа Фортуна, которая говорит: все, выдыхай, тебе обязательно повезет, счастье будет. Второй аркан — это дьявольские страсти, дьявольская привязанность. То есть вот этот мужчина, на которого вы смотрите, он как дьявол для вас, который вас привязал, заякорил. Он только боль мог принести. Вот все то красивое, либо манкое, что вы в нем видите, это все дьявольское наваждение, это все отравленное, это все поганое. Поэтому забывайте, прощайтесь с ним, пусть идет куда подальше. Вот. Но эта карта — заняться собой, вспомнить, кто вы есть такая, в чем ваша сила, в чем ваш талант. Вы очень крутая женщина, а то, что у вас произошло с этим, значит, бывшим, это вам наука. Наука, которую вы должны усвоить. Возможно, не для своего будущего, но для подсказок другим людям. Да? Кому-то вы расскажете свою историю, скажете: вот так и так. А человек послушает и скажет: о, понятно. Вот не позволите другому человеку ошибиться. Все, что с вами произошло, это наука, это уроки, испытания, которые вы успешно пройдете. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Готовьтесь к счастью, готовьтесь к любви. Все у вас впереди. Всем пока-пока.